И всем привет. Здрасте. Все замерли. Все разучились за это время. Все уже наговорили. Что-то говорить. Да вообще, сколько времени прошло? 3 месяца. Последний подкаст. 3 месяца. Что мы делали 3 месяца? Пытались не умереть. От чего? От коронавируса. И мы опять просто возвращаемся. Я каждый день пытаюсь не умереть. Я хотел бы избежать, на самом деле, этого, потому что нам часто пишут с формулировками: ребят, вы все уже, да, можно все, вас... сдулись? Вы умерли. Слушай, я сам думал, что уже все. Новостей нет. Мы же только ждем от вас, когда Майя или Кэп напишет нам. Ну вот мы наконец-то написали, потому что у нас, по крайней мере, по бумагам пандемия сошла на нет. Уже открылись торговые центры. А если открылись торговые центры, то можем открыться и В мы. Европе уже вторая волна пошла. В клубе Европа. Вообще, если Работай в ту камеру. рассматривать новости с Якутска, то самая громкая новость за последние дни — это то, что всем показалось, что открывают клуб Европа, а там Евразия какая-то. Что? Я не слышала, это где? Да, мемы наклепали. Да. Что начинается Европа. Да, да. Евразия. Ну, это классный нейминг. И что там будет? Да. Евразия. Ну, вроде бы, в клубы вряд ли назвали Евразия, наверное, торговый центр, скорее всего. Может быть, это будет... У нас есть Азия, Евразия. Кафе среднеазиатской кухни. Ты вы видели, там написано Евразия, но звезды не европейские, короче. Почему? Мы все-таки уже в 10-й раз обещаем, что возобновляем регулярные подкасты, будем каждую неделю выходить, и опять пропадем на 3 месяца. Нет, я надеюсь, что в этот раз мы действительно будем появляться чаще. И этот подкаст, он... Увидимся через 3 месяца. 4-й пробный подкаст, чтобы просто люди посмотрели, что, ой, они все еще живы. Мы обсудили какие-то жизненные наши новости. Не, руки в лаки. Нет, хорошо, мы-то знаем, что ты ремонтом занимаешься, поэтому у тебя руки в лаке, а зрители-то не поймут, почему у тебя Давай, расскажи, какой краской ты красишь? руки в лаке. Не ногти. Руки в лаке — это же какое-то греческое имя. Не, это еда какая-то, типа сувлаки. Да, руки в лаке. Готовится только верхоянским. Смотрите в окно, не все. Потому что больше ничего Не интересного смотрите нет. на меня, посмотрите на Мишу. Как хорошо пошел карантином Кстати, пользу. да, есть плюсы в карантине. Насколько ты похудел? У меня, к сожалению, нет весов, короче. Поэтому я не знаю, насколько я похудел, но я активно начал заниматься спортом. Стал меньше есть и не пью больше. Ни капли в рот. Друзья, если Алкоголя? Михаил Кириллин больше не пьет, то вам это давно пора. Но нет, я решил для себя, что я больше не буду просто так пить. Либо по праздникам, там, да, либо на выезд. Там, поехали на 3 дня на Вчера речку. был Там, день типа. лягушек. То есть как обычный человек. Ну да, как обычно. Не как раньше, да, Я каждый день. повесил свой плащ супергероя на вешалку. Ну, Теперь ну, только по праздникам. Ну да. Слушайте, вот я пить бросил, стал меньше есть, но на сон это все равно не повлияло. Вот говорят же, что типа все это, если нормализовать, ты будешь прям просыпаться хорошо, там, хрен. Я также и просыпаюсь с трудом вообще. Попробуй. Мне осталось попробовать бросить курить. Вот если тогда ничего не поможет, Тогда я все вообще верну спать не обратно. Я сопьюсь. Ну, вообще витамин D хорошо помогает, говорят, от этого. Ну да. Рекомендуем. Я просто похудел, я готовлюсь к походу на Москву. Я шаман. Шаман-кит. Слушай, я, кстати, 3-й месяц не только не пью, у меня воздержание. Не, про воздержание мы помним, что это там уже больше 3 месяцев. 4 Я, месяца. кстати, недавно наткнулся на это видео, когда с Голландом записывали. Нет, я сейчас осознанное воздержание. Типа В нет. монастырь уходит. Детокс. Кстати, хорошие новости. На 203-м микрорайоне поставили во дворах контейнеры для раздельного сбора мусора. Вот вообще чудо из чудес. А потом вывозят, и все в одну кучу. Ну, там говорят, что будут теперь контролировать, чтобы такого не было. Вообще не верю в это. Ну, хоть что-то делается. Это здорово. Ну нет, да не будет это контролироваться. У нас же Это как менталитет такой. сколько мемчиков там, Просто выкинуть что-нибудь. Батарейку там, где бумага. и бумагу, где батарейка.
Ну что же это за хаос такой? А я что-то говорю? Нет, я надеюсь, что такого не будет. Я надеюсь, что потихоньку мы приблизимся хотя бы в плане сбора мусора к цивилизованному обществу. Хотя вот недавно посмотрел видео про сбор мусора в Японии, и там очень какие-то жуткие правила даже по сравнению с Европой. То есть там мусор вывозится только в определенные дни, можно его выносить только вечером. Если ты не успел, то твой мусор вот остается лежать, как лежал, ты его обязан обратно домой занести. Нету мусорных баков, то есть ты мусор хранишь дома, выносишь только, когда его вывозят. Не, вот проблема с мусором, она же не в финансовой форме проблемы. В большей степени сейчас в социальной приемлемости. То есть вот если у нас все люди начнут раздельно мусор выкидывать, и на тех людей, которые вываливают как есть, будут смотреть там как на известно кого, тогда у нас, наверное, будут какие-то подвижки. Именно поэтому нужно начинать когда-то какие-то первые шаги делать для этого. Потому что сознательность. Расскажи, Саргалана, как у тебя дела, что у тебя нового? Чем я занималась на карантине? Да. А вот секрет. Не расскажу. Ну, классно, все, закончили. Домой пошли. Сидела дома, смотрела YouTube. Нет, честно признаюсь, я просидела на карантине на самоизоляции ровно 8 дней. Дальше я не смогла это делать. Я прошла обучение и получила сертификат. Я стала волонтером. Вот. И весь карантин я помогала бабушкам, дедушкам, людям, которые наиболее попадают социально незащищенные. Под риск. Да, вот. Попадают. Ну, кроме шуток, это очень круто. И какие у тебя впечатления вот о работе? Вот что ты ездила, развозила продукты, что еще ты делала? Это оказалось сложнее, чем я думала, вот что я скажу. Но вообще очень приятно, когда я начала это делать, и очень много людей мне написали, позвонили, узнали, как туда войти, как помочь, чем. И очень много людей начали этим заниматься. Ну, то есть ты почувствовала, свое влияние. Не, подожди, ты с какой целью туда пошла, имеется в виду? Не сидеть дома? Цели? Нет, не в этом цель. Это в чем тогда? Не первая моя помощь людям. Но, не знаю, это же... Ну, как это, не знаю, у тебя же какая-то цель была идти в волонтеры и помогать людям. Вот и ты ответил на свой вопрос, помогать людям. Вот моя цель. Ладно. Почему? Не-не-не, Если хорошо. ты здоровый человек, сильный, ты не нуждаешься, ни в чем, почему бы не помочь людям? Миша никогда об этом не задумывался. Потерянное лицо. Я задумалась. Вот у нас такое общество, когда вот люди так говорят, я им никому не верю. Это значит проблема в тебе, то, что ты это не проблема веришь. во Ты не можешь это Проблема сделать. маленького Миши. Это все ложь! Что из фильмов, музыки, сериалов, чего смотрели на... Короче, Давай. позавчера Давай, жги. посмотрел фильм, но не поверил ему. Шучу, нет. Фильм назывался «Волонтер». Я не знаю, что по фильмам, кроме как от Netflix. Ну, в смысле, вот недавно вышел фильм классный, с великолепной, до сих пор сексуальной Шарлиз Терон. Называется «Old Guard». Old Guard. Да, переводится как... Старая стража. Да, но наши перевели как «Бессмертная гвардия». Бессмертная гвардия. Да. В общем, очень много контента в стиле ЛГБТ, в стиле женщина сильная, что меня вот во всех фильмах, во всех видеоиграх все это бесит очень сильно, потому что слишком это возвышают. Вот этого наполнения лишнего очень много, но фильм хороший. Шарлиз Терон до сих пор горяча вообще. Вау. Да. Хочу такую жену, чтобы в столько лет, да, сколько ей, 50 с чем-то? Не, какие 50, и за 40 там едва. Ну, пофиг, 48. 40 или 41? Не, подожди, ей много. Слушай, она в «Адвокате дьявола» снималась. Да. Давай вспомним. Ей было там сколько, 18 или 19 лет? Там 44. 44. Ну вот. Это не 48. Нет, не 50. Ей уже 68 лет. Саргалана что смотрела?
Ой, я пересмотрела. Ты вырастил У меня нас этим, да. теперь такой вот смешной подкаст. Я фанат сериалов. Я посмотрела очень много сериалов. Сериалов? Да. Какие? А каких? Вот не скажу вам. Очень интересный подкаст с рекламой. Много чего смотрел, не скажу. Много чего делал, тоже не скажу. Да. ну, Зулейха. Зулейха, открывая глаза. Посмотрела я нашумевший, наверное, все слышали «Бумажный дом». Классный сериал. Ну, хоть что-то. Ну, хоть как-то, да. Ну, хоть Какие-то точки соприкосновения, кроме ваших кресел, мы нашли. Да, только это. Так, еще что я посмотрела? Посмотрела «Чужой». Чужой-чужой? Ридли Где Скотт? что-то Нет, Шварценеггером? это Netflix, что ли. Алиенист, который Да. отвратительный сериал. Драматургия очень такая ватная, и логики у персонажей очень мало. То есть ты ожидаешь посмотреть, ну, там, триллер или детектив в сеттинге, там, Англии начала 19 века, да, а в итоге смотришь, не знаю, непонятно, что это. Люди То есть ты не понял, что ты посмотрел? Ну, в смысле, нет, я понял. Там логики нет, там нет... Хорошо, ты полностью его посмотрел? Да. А почему? Я первый сезон Зачем? посмотрел. Ну, потому что я не люблю на полпути бросать. Если я смотрю до Типа конца. даже если... Ну, да, типа мне у меня обсессивно-компульсивное расстройство начинает звенеть. Короче, мне хочется досмотреть до конца. И что, типа, ну, может быть, в конце все нормально. Что? Я не буду говорить. Ладно. Что у меня еще звенит, ты хотел сказать, или что? Кстати, посмотрел недавно классный сериал. Там всего лишь 6 серий. Какой? Поэтому и посмотрел. Называется «Зомболодка». Бомба. Вот я из-за названия... Бомба это продолжение названия? Зомболодка. Зомби-боут. Да, зомбоут. Вот так вот. Зомбоут, да. Ну, я слышал, не смотрел. Да, вот я из-за названия очень долго не хотел его смотреть вообще. Потом мне сказали посмотреть. И я такой, ты посмотрел. И я посмотрел. Логика. Вот такая история. Логика Михаила Александровича. Классно. Классный юмор. Кажется, английский. Кажется, британский юмор. Плюс. 6 серий было мало, чтобы понять, да, какой это юмор? Это... Ну, все. Знаешь, Говори. Хорошо. Еще кто что смотрел? смотрел на женщин я. Но и только. Кажется, это будет самая основная шутка нашего подкаста. На все сезоны растянутая. Зачем ты об этом говоришь? Ну, потому что уже все. Остается кричать только. Ну, нет. Да я что-то хотел сказать. Я теперь забыл из-за этого. Слеза потекла. Я Безумно можно быть первым. Блин, я, кстати, вот эта вот нужда, вот у меня никогда не было... Нет, подожди, да, слушай. Нужда в обществе у меня никогда этого не было. Я прекрасно чувствовал себя один. Причем один, это имеется в виду вот 4 квадрата, допустим. В смысле 4 стены. 4 стены. Куда я поплыл, блин? У меня в башке теперь... 4 квадрата, 3 треугольника. Но имеется в виду, я никогда не нуждался в обществе. В других геометрических фигурах. В общем, мне нравится в 4 стенах сидеть одному. Да. Вот месяцами я могу сидеть один, и мне комфортно. Но почему-то через 3 месяца мне прям захотелось, типа, блин, надо посмотреть на людей. Ну вот, на самом деле, На это, девушек, это интересный социокультурный феномен именно пандемии, потому что мы все много что про себя узнали нового, потому что кто-то понял, что он не совсем такой интроверт, как ему казалось. Кто-то понял, что наоборот, ему вот 3 месяца посиделось, и, в принципе, он мог бы еще бы 3 года Я не имею в виду посидеть. сейчас общение какое-то. Я просто хотел посмотреть на людей. Ну, неважно, то есть это же все равно какой-то контакт, хоть и зрительный. Визуальный. Хоть и зрительный. Да, и как и все какие-то непонятные ситуации у нас в жизни, это все равно тот эпизод, из которого мы все можем какие-то уроки для себя извлечь, там как-то вырасти над собой. Мало кто действительно думал, что сидение дома наедине с интернетом может серьезно, систематически портить настроение, допустим. Или мало кто думал, что когда у тебя есть там неограниченное количество времени, опять-таки сидя дома, что
у тебя не будет возможности ничего посмотреть. То есть у меня лично была такая ситуация, что первые где-то месяца 2 я вообще не мог себя заставить что-то смотреть. То есть я думал, вот, куча времени, можно сейчас посмотреть фильмы, сериалы, обучалки, на Ютубе что-нибудь искать. Бесполезно. То есть я ничего нового не посмотрел. Вообще, я не мог себя заставить. Чем ты занимался? Я просто тупил, смотрел какие-то то есть ты же дистанционно вы еще работали, ты выполнял какую-то работу, да? Да. Например, у меня были... карантин начался же в самый пик, когда дети, студенты заканчивают учебу, и у нас было дистанционное обучение. Вот это, я вам скажу, просто вынос мозга. Когда я же еще, не на словах мы это все делаем, а показываем. Представляете, я сижу с виолончелью, ребенок, который ничего не понимает, что происходит. Ребенок, который, судя по звуку, в воду погружен. Да, просто, не знаю, мне было очень сложно. Да, очень многим преподавателям было очень тяжело. Принимать экзамены дистанционно. Окей, экзамены, выпускной. Выпускной по скайпу, это, конечно... В зуме. Не то, что можно... Для меня все это чуждо. Что такое работа вообще? Если возвращаться к той теме, которую мы затронули, по поводу просмотра фильмов, я, наверное, за весь год, сколько уже, половина 2020 года прошла, я из западных фильмов посмотрел, фильма 3, наверное. Я посмотрел «Джентльменов» Гая Ричи, потому что давно откладывал как-то. Посмотрел хороший фильм, то есть ничего не могу сказать. Супер. Нетфликсовский фильм «Extraction» посмотрел, который «Эвакуация». Или у нас перевели как «Тайлер Рейк. Операция по спасению». Да. Я не досмотрел его. Он какой-то скучный, слушай. Боевичок в стиле 90-х. Посмотрел еще «Пушки Акимбо» с Дэниелом Рэдклиффом. Прикольно, но не до конца драйвово. Опять-таки, да, просто... Ожидалось очень больше. Изичный боевичок посмотрел. Мне, в принципе, кстати, Дэниел Рэдклифф после того, как он Он хуже хардкора даже. С Гарри Поттером он завязал. И, кстати, его фильмы, которые после этого вышли, они все прикольные. То есть он... Подожди. Человек швейцарский нож. Нет, а фильм, где он летит в самолете, ты не видел это? Так. И весь фильм на протяжении 2 часов он летит в самолете, и там с ним что-то случается, и вот это все. Инди-фильм какой-то был. Ты посмотрел это? Пожалуйста, сегодня приди и посмотри. Хорошо. И пообещай, что ты посмотришь от начала до конца. Хорошо. Ты не сможешь. Хорошо. Может, смогу. Я уснула на минуте 14. Нет, я говорю, что, в принципе, Рэдклифф как актер, после Гарри Поттера, он очень явственно раскрылся. То есть все думали, что он будет персонажем одной роли. Да, он наконец получил возможность какой-то диапазон свой актерский продемонстрировать. Так он поэтому и в трэшовые фильмы лезет, чтобы сбросить себя. Да, нет, это понятно, но все равно интересно именно его посмотреть в этом облике. И мне еще, в принципе, нравится его интонирование. То есть как актер, он, в принципе, за ним интересно наблюдать в кадре. Когда Петров изменится? Никогда. Да. Нет. И из западных фильмов, наверное, это все. То есть все остальное, что я смотрел, это китайское и корейское кино. Притом, не то кино, о котором можно рассказать. «Витер слез», там вот это. Нет, я смотрю китайское фэнтези, там Уся, там про кунг-фу, как люди летают. Я посмотрел очень много классики кунг-фу, начиная там с 70-х годов. Там 36 ступеней Шаолиня, Однорукий мечник, Таверна дракона, вот такое вот. Ни о чем вам не скажет. И что я понял... Главное, что тебе нравится. Конечно, мы рады за тебя. И самое главное, что я понял, что современное азиатское кино все равно достаточно сильно отличается, по крайней мере, до той степени, что оно не такое предсказуемое, как западное, и поэтому его интересно смотреть. И из того, что я мог бы посоветовать реально, это серия фильмов «Детектив Чайнатаун». Первый фильм был про то, как китайцы попадают в Таиланд, и там... А потом тайцы в Китай. Нет, и там... Китайцы попадают в Таиланд и оказываются замешаны в преступлении и вынуждены, собственноручно его распутывать, потому что тайские полицейские... Там в описании фильма написано «Китайцы попадают в Таиланд». Все. Нет, реально, завязка очень похожа на японские фильмы. И это кстати, азиатской глобализации. Китаец. Парень, он проваливает экзамены и решает отдохнуть. Его отправляют к родственнику в Таиланд, а он живет там в Чайнатауне. И работает, как будто бы работает детективом. Как «Форсаж 3». Очень много на самом деле... Токийский дрифт? Да. Потому что токийский. На самом деле,
если мы вспомним аниме, то очень много из них вот такую завязку имеют. И китайцы вот так переняли и оттуда немножко. И режиссура прям ураган. То есть, наверное, самое интересное, что я за последние года 3 смотрел. То есть потом я посмотрел «Джентльменов» Гая Ричи. Конечно, Гай Ричи как режиссер фантастические сцены делает, и поэтому это было, сопоставимо. Но вообще вот «Детектив Чайнатаун», в особенности первая серия, очень крутая. И вторая, в принципе, тоже неплохая. То есть, по крайней мере, это интересные фильмы. То есть ты смотришь и не знаешь, что будет дальше. С западными фильмами, к сожалению, невозможно так сказать. Ты смотришь, и где-то через полчаса ты понимаешь вообще, как фильм закончится, где будет завязка, где развязка. Там какие... Не сказал бы. Практически. Невидимый гость. Я до конца не знал, что происходит. Если не брать фильмы, которые изначально ставят целью удивить зрителя, то есть показать, что ты ничего не поймешь. Вот только. Зомби-лодка. «Зомби-лодка» классный сериал. «Зомби-лодка» вообще-то хороший сериал. Кстати, не запомнишь, что ли? Не запомнишь? Не, у меня память как у рыбки. Мишу хотелось бы послушать, чем же он таким занимался, что в условиях пандемии тебе было повезло, что я комфортно. живу в лесу. В тайге. Да. В частном секторе, а у меня сзади дома половина парка. Короче. И половина людей из парка. Не, я нормализовал свое питание и начал бегать. Бегать и все. А как ты проснулся и такой, все, я начну бегать? Я понял, что все это... Нет, капец. он из города приехал, Нет. в магазин Так съездил. Во мне лишнего веса же очень много было. Я всегда это знал и думал, надо, типа. У меня впервые за время пандемии вес поднялся до 100 килограмм. Трехзначного значения. А что мы так много кушаем, не поняла? Любим пожрать, Я потому дошел что... до 94 килограмм, я помню. Из Офигеть. 94 я сейчас скинул. А я не знаю. похудела на 4 килограмма. Не, я потом тоже скинул. Я сейчас 94 вешу. Слава скинул 20 килограмм. Встретимся через год. Это на самом деле самое сложное, потому что я к соревнованиям, когда готовился, я скинул до 78 килограмм. И подумал, что моя жизнь наконец-то изменилась. И спустя 3 года... Я себя мотивировал тем, что все откроется, и войдешь в метро. Худой, красивый. Такой худой. Такой худой, Такой красивый. черный. Да. Нет, я до сих пор скидываю, но я сейчас до конца скину, у меня бока остались. Я могу про себя сказать, что гири спасали сильно во время самоизоляции, потому что я бегать не люблю. Меня прям бесит бегать. То есть, это распространенная шутка-то. Я что заметил, кстати, извини, что перебил, то, что в лесу легче бегать, чем в городе. Да, очень конечно. Потому что я в лесу могу, хоть там, не знаю, 1,5 часа бегать, а в город вышел, минут 10 пробежал и сразу... Что там, девушка? Одышка сразу Там началась. дышать нечем, Там во-первых. воздух почему-то тяжелый такой. И асфальт вдобавок. По земле гораздо удобнее бежать, чем по асфальту. Это я в плане дыхалки имею в виду. Воздух заряженный. Да, это очень заметно. А я бегаю, есть хорошая шутка, там, ты пробежал 15 километров, за тобой кто-то гнался. Я просто, мне скучно бегать. То есть я могу пробежать там километров 5, потом мне просто слишком скучно становится. То есть, а гиря позволяет в пределах часа себя вымотать, сопоставимо с бегом. Я хотел еще сделать тренировки One Punch Man. Жестко. Кстати... Как 100 дней, 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 пресс и 10 километров. 10 километров бег. Там, по-моему, я даже несколько видел чуваков, которые делали. Именно, да. Но и все из них начинали на 50% типа. Так нельзя, с первого дня начать. Что с 50%, слишком большая нагрузка. 20 дней, и потом уже начинают. Но они прям жестко менялись за 100 дней. Прям вообще. Сарглана. Нет, у меня был свой спорт. Хоть у кого-то был свой спорт. Тихо. Мы, когда я была волонтером... Понятно, что мы своим спортом одному не очень заниматься. Потаскайте продуктовые наборы килограммом, 1-3-4 килограмма по этажам. Это такой спорт. Ты сколько развозила по времени? Просто с утра до вечера все это делали. А Что?
Сколько? Месяц, два? Сколько ты возил? Или ты до сих пор возишь? Сейчас уже нет. Сейчас я занимаюсь другими делами. С другими делами. Другим А почему спортом. перестала, кстати? Все сгорело у тебя? Нет, не Желание. сгорела. Просто уже надо было устраиваться, что-то делать. И график не позволял мне. Но я гуляю с собаками в своем Ты собачник? районе. Околотке. Нет, есть такая программа, тоже по помощь людям, которые боятся всей этой ситуации. Находишь человека, Выгуливаешь собак. Да, короче. выгуливаешь собак, ходишь в аптеку, Это, я напоминаю, продукты. это та ситуация, когда в Москве люди в аренду брали собак, Да, чтобы с ними выйти на ходить, улицу, чтобы да? выйти А на улицу. можешь, если что, сигарет привезти? Тебе нет. Нет, а что-нибудь, ну, конкретно для фитнеса? Что-нибудь ты делал? Нет, у меня интервальное голодание. Все зависит от питания. Интервальное голодание. Серьезно? В смысле, ты сколько-то раз в день ешь? По сколько-то часов, да? 8-часовое окно питания. 8 часов? Я Да. туда весь свой колораж 8 впихиваю. часов я У меня ем. 4 часа. Ну, они разные. 3 раза в день? Разные протоколы питания. Очень... Есть intermittent fasting, есть там А самое, warrior не, diet. самое же фиговое то, что типа есть же какая-то стадия, когда ты доходишь до определенного веса и останавливаешься. Ну, И- плата, да. Да, и вот все то же самое делаешь, но дальше не худеешь. Да, есть. Я вот этого боюсь. Я, походу, все, дальше не худею. Такой нюанс, кстати, есть. Я прочитал, и это многое объясняет, потому что жировые клетки у человека, они не уничтожаются. То есть они просто, из них триглицериды выходят, но они остаются. И поэтому, когда Так ты, ну, они же сжигаются. ты их сжигаешь, но Ну. потом эти жировые клетки водой заполняются. Поэтому у тебя вес стоит на месте, и объем стоит на месте. Поэтому нужно просто, ну, как-то Или жир думает, то, что ты активно начал худеть, и он такой, ой, а чем я буду Ну, питаться? конечно, жир думает вообще. Да. Классно. У жира же мозг есть. Жир говорит, верите, езжай в город, Миша, надо меня сбрасывать. Жарко это прикольно. Да, Нет, я шучу. Нет, жара это вообще отвратительно. Нет, жара, ну это не сказать, что супер, но солнце это круто. И У без меня солнца нам работоспособность всё надо. сразу понижается в жару. Я просто уже не хочу ничего делать. Вы уже искупались? Да. Мы, кстати, вот, классно, недавно ездили Мы! в Амгу на 3 Все дня. ездят в Амгу. Это вообще На 3 дня. тренды Амга. И дальше. Бомба, ребята, я... Ну давай расскажи, что в Амге крутого. Короче, почему мы- все туда Вы такие... ездили в этот палаточный городок? который- Нет, у нас есть секретное место, супер секретное. Там вообще народу нету. Суперсекретное. Да. Вода, Ссылка в описании. хрустальная вода. Народу нет, женщин Вид тоже нет. классный. Скалистые ездили. скалы. Вот. Песочный песок. Нет. В общем, классное место. Мы ехали... Туда ехать, короче, где-то около 7 часов. 7-8 часов, но мы ехали 11, потому что мы Что-то поехали... вы слишком долго ехали. Ну, потому что первая партия людей, нас было 23 человека, первая партия людей поехала утром в пятницу, когда на пароме не было ни очереди, ничего. А мы такие, мы поедем после обеда. Ну, поехали, в общем, в 5 часов на паром В пятницу. и встряли на 2 часа в очереди в пятницу, да. Ну да. Да, и потом мы ехали... У нас у чувака, который был за рулем, была новая машина, и он ей дорожил сильно. Поэтому мы ехали там 80 км в час максимум. Когда пацаны, которые первые уехали, которые за 8 часов доехали, они под 100 там гнали. Вот, поэтому мы ехали 11 часов, доехали, и после этого до 3-го дня я не спал вообще. То есть я 3 дня не спал. Я просто... И поэтому веселился. вот. Да, причем я же сначала не хотел ехать, потому что я же сразу обгораю на солнце. Прям моментально. За 2 часа я Нежная обгораю. кожа, Я обгораю полностью. На самом деле Миша белоснежный от природы. Очень-очень белый парень. Ну, по идее, да. Кстати, сейчас же в Амге сказали то, что типа в реке нашли там стафилококк или что-то типа такого. Да, ну нет, смотри. Там много всего Причем рассказывают. за неделю до этого, когда глава говорил, типа, не приезжайте к нам из города, хватит там тыры-пыры, мне кажется, они просто придумали, типа, мы в реке нашли стафилококк, не приезжайте. Ну, это не доказано, мне так кажется просто. Вот. В общем, я зачекинился в лете. То есть лето для меня нормально прошло. То есть не было такого, что я дома сидел. Показал галочку-то. Да, я по галочку показал. Треугольник. 4 квадрата. И треугольник. Да. Специально для вас. Комары были? Нет.
Вот. Комаров вообще нет. Я так и знал, что это самая главная причина. Ну нет, я не знаю, ну просто слишком круто было. Слишком крутое место было, слишком погода была хорошая, и настроение у всех было очень крутое. Причем нас толпа же была. Мы даже некоторых, ну, не успели, никому не надо есть друг другу там и так далее. Некоторых я видел вообще 2 часа за 3 дня, и все, блин, куда-то ушли. Вот. Поэтому вот на такие большие выездки надо на неделю, минимум на неделю ехать. Чтобы все это впитать. Мы даже не пошли в пеший поход. Я думал, типа, на второй день пойдем в пеший поход, там куда-нибудь. Ну, на скалы сходили, прикольно. Открылись веранды, это такая прелесть. Никогда у нас такого не было количества веранд. Но нет, есть бредовые, конечно, веранды. Ну, понятно, что всем нужно зарабатывать деньги, что всем... Очень много чего закрылось. Нужно работать. Да даже не то, что заведение. В этом заведении работает очень много людей, и всем нужны деньги. Конечно, и им нужно выплачивать зарплату. Должна быть какая-то экономическая защищенность. Люди и так сидели всю зиму, а сейчас вот гуляют и вкусно кушают. Ну да, на самом деле, я-то, когда вышел, впервые увидел, что на верандах сидят люди, я настолько отвык от этой картины, что люди сидят за столами, можно еду заказать. И сидеть, и тебе собой, принесут, да. И тебе принесут, и ты можешь прямо там же съесть. Не надо в машину тащить, не надо домой тащить, можно прямо там съесть. Доставка называется. Нет, доставка, это тебе домой привезут. А я не хочу, можно. Я вот гулял, захотел поесть, сел, поел. Выйди во двор, там похавал. Это ты у нас живешь в частном доме в 4 квадратах, а мы нет. Ну вот, да. То есть, на самом деле, конечно, можно много говорить об отрицательных вещах, которые всплыли за эти 3 месяца, но, безусловный самый главный положительный фактор, что все-таки после вот этой долгой прессии, когда все плохо, и да, сейчас наконец-то такое... лето, и можно выйти. Ребята, не говорите гоп. Ну, сейчас 2-я волна. У кого-то антитела же есть. Ну да, кому-то пофиг, но работать, если ничего не будет опять. Ну, Ты опять уходишь в плохое. Зачем? Позитив, больше я позитива реалист. в космос, учи добра, и все будет хорошо. Нет, мне кажется, что... я часто об этом говорю, но если мы посмотрим по количеству солнечных дней, мы увидим, что Якутск значительно опережает даже Москву по этому показателю. Подожди, в чем? По количеству солнечных дней. Перешли. По количеству солнечных Да, дней. видишь, у нас солнце, а у них дождь. И это замечательно, потому что наступает лето, и у нас реально лето. Лето, когда можно съездить в Амгу, можно даже пойти на городской пляж искупаться. То есть пляж, можно искупаться. И вообще можно гулять белые ночи. Ну, белые ночи сейчас заканчиваются уже, но... Слава Богу. Тем не менее. И самое главное, что когда мы вот сейчас... К чему ты ведешь? Когда люди ездят, вот часто люди ездят по городам, да, мы можем объективно оценить прелести нашего города. А где там солнечные дни? В смысле, допустим, едут на юг, да, и там тоже как бы не все здорово. То есть все вот эти алупки, вот эта вся движуха, непонятные приморские города. А у нас здесь, река есть, солнце есть, Слушайте, все ребят, нормально. Стоит ли заканчивать позитивным, если позитивного мало вообще? Это большой вопрос. Давайте обратимся с этим вопросом к нашим зрителям. Дорогие зрители, можно минутку агитации, в том, что мы снимаем, конечно... Скоро выборы. Да какие выборы, я тебя умоляю? Выборы уже прошли. Городскую думу. Мы уже проголосовали, все, кто мог. Так вот, несмотря на то, что мы будем выходить более часто, я надеюсь. Чаще, чем один раз в 3 месяца. Дай слово, что завтра еще запишешь. Ни о чем. Ничего не обещаю. Но будем выходить чаще, и поэтому, чтобы было разнообразнее, чтобы было интереснее, дорогие зрители, пожалуйста... Кидайте темы. Да. Так они нам очень много тем скидывают. Мы ничего этого не делаем. Мы вообще смотрели сегодня в телефон? Там посмотрели, что пишут там и так далее? Мы смотрели, да? Да, смотрели. И что ты насмотрелся там? Нет, там Ксюха, на самом деле, очень хорошо скинула прям целую схему одной передачи. Мы сейчас по схеме? Нет. Ну, в смысле, там она конкретно говорит, пусть будет Ваня и Мартынов. И там, поговорите. Нет. Она для себя хотела, нет? Для всех людей. Вот. Самое главное,
каких гостей бы вы хотели бы видеть здесь? У нас в прошлый раз гостем был Дуалан, и людям очень понравилось. То есть, ну... Я хочу Макса Захарова. Директора. Странно, интересно, где он? Привет, Макс. Да, то есть каких гостей бы вы хотели увидеть, с кем бы вы хотели пообщаться через наш подкаст, и какие темы вам особенно интересны вот после пандемии? А мы можем уже выйти на улицу с опросами, нет? Да, я думаю, что мы вскоре будем снимать на улице что-нибудь, потому что теплые дни. Ну да. Я думаю, все, типа, с этим У нас летние, мне кажется, очень заходят. Но мы в масках будем. И дистанционно. Не, я И с автоматами. С форматом, я думал, с этим. Ну нет, это все-таки движ. Поэтому, дорогие друзья, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, жмите на колокольчик. И не забывайте то, что лето проходит, а вы сидите дома до сих пор. Ну ничего себе, как сказал. Как умею, так сказать. Да я не хочу, ты все мои слова забрал. Скажи всем пока хотя бы. Всем пока. Супер. Всем спасибо. Опять в космосе. Восточно-Сибирский лицей объявляет набор на новый учебный год. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Восточно-Сибирский лицей расположен в 203-м микрорайоне в новом учебном корпусе. Телефоны 36 91 91, 26 26 65. Поступай в Якутский колледж инновационных технологий и осваивай востребованные специальности. IT, экономика, правоохранительная деятельность, логистика, диплом государственного образца. Есть бюджетные места. Звони 36 91 91. Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента предлагает учебные программы высшего профессионального образования. Направление юриспруденция, экономика, менеджмент. Прием заявлений онлайн на сайте www.vcm.ru. Телефон 36 91 91.